Достоверен ли хадис о том, какой народ, такой и правитель? Альхамдулиллах. Вассалату вассалам на Расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи, ва ман валя амма ба'д. Это передается в некоторых книгах, которые не являются книгами, упоминающими достоверную сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И многие ученые сказали, что этот хадис является ложным. А некоторые сказали, он является крайне слабым. И запрещается говорить, что это из высказываний нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, если посмотреть на смысл этого высказывания, если его рассматривать просто как какая-то мудрость, то мы находим в нем три значения. Два из них являются неприемлемыми, и только одно является приемлемым и правильным. Первое значение – это то, что некоторые правители, несправедливые правители, использовали это значение в том, что они не меняются в своей несправедливости. Якобы мы несправедливы из-за того, что наш народ является несправедливым и грешным. И раз наш народ является таким грешным и несправедливым, то и мы такие несправедливые. И этими хадисами, если так можно их назвать, или изречениями, оправдывая свое нечестие на земле. И это значение, несомненно, является ложным. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллюкум ра, ва куллюкум мас'улюн ан ра'йяти». Каждый из вас является пастырем, и каждый несет ответственность за свою паству. Если правитель не несет ответственности за свой народ, то кто несет? А если он свою несправедливость и грешность оправдывает тем, что сами люди несправедливы, нет сомнения, что он хочет снять с себя эту ответственность, о которой сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Каждый ответственен за то, что ему поручено. И правитель будет отвечать. И он в первую очередь должен привести этот народ к справедливости, к благочестию. Поэтому это первое значение, которое является неприемлемым в понимании этого изречения. Второе значение, которое тоже является неприемлемым в понимании этого изречения, это то, что люди, которые живут под этим правителем, несправедливым правителем, даже и не собираются наставлять его, увещевать его, стараться исправить его из-за подобных изречений. Якобы вот мы такие плохие, поэтому по нашей вине у нас и правители плохие, и нету смысла ничего менять. Не надо его наставлять, не надо его исправлять, не надо его увещевать. И это значение тоже является неправильным. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как в достоверном сборнике имама Муслима: «Ман ра'a минкум мункаран фальюгайирху биеди». Тот, кто увидел из вас порицаемое, пускай изменит это своей рукой. Фаиллям ястати', если он не может. Если он не может рукой, то тогда своим словом. Фаиллям ястати' фабикальбихи ва залика адафуль иман. Если он и словом не может, тогда хотя бы своим сердцем. И это самая слабая вера. Понятно, что если правитель делает несправедливость, грех, надо ему делать наставление. Надо говорить ему, надо увещевать его так, как подобает увещевать правителей, не как подобает увещевать простых людей, потому что отношение к правителям отличается от отношения к простым людям. То есть надо находить такие методики, такие пути, которые подобают в увещевании правителей.
Это второе значение, которое неприемлемо в понимании этого изречения. И третье значение, которое является правильным, и на это есть доводы, это то, что Аллах Субхану Тааля может как наказание сделать для такого-то народа правителя, подобного этому народу. Если большая часть этого народа нечестивцы, он делает им правителя нечестивца. Если большая часть народа несправедливый, он делает для них несправедливого, как наказание. И это возможно. И Аллах Субхану Тааля об этом говорит: «Ваказалика нуалли ба'да залимина ба'дан бима кану яксибун». Таким образом, мы даем власть одним несправедливым над другими за то, что они творили, за то, что они приобретали. Поэтому, как наказание, это возможно. И передается, что один из хариджитов пришел к Али, рады Аллаху анху, и сказал: почему во времена Абу Бакра и Умара у людей не было проблем, не было смут, а в твое время, Али ибн Аби Талиб, проблемы и смуты? На что Али, рады Аллаху анху, ответил ему: во времена Абу Бакра и Умара их окружали те, которые подобны мне. Абу Бакра и Умара окружали подобные мне. А сегодня нас окружают подобные тебе. Поэтому у нас и эти смуты. Нет сомнения, что это правильный ответ. И возможно, что как наказание бывает такое. И люди должны в любом случае возвращаться к Аллаху Субхану Тааля, быть терпеливыми, но это не означает, что они должны довольствоваться нечестием и запрещенным, и греховным. Должны наставлять, должны прилагать те усилия, которые возможны, не выходя за рамки шариата, для исправления всего несправедливого и греховного. Со стороны правителей и со стороны народов. И тогда, иншаллаху тааля, будет благо. Тогда будет благо, однако сам этот хадис, как мы уже сказали, является недостоверным. Аллаху алям. Часто бывает, что мусульмане отдаляются от Корана и Сунны, от Корана и достоверной Сунны, и передают друг другу разные изречения, разные цитаты, разные высказывания, порой неизвестные, кем они были сказаны, при каких обстоятельствах они были сказаны, какие значения могут иметь эти цитаты. Часто бывает эта проблема. И если еще к этому добавить неправильный перевод многих цитат, то проблема удваивается или утраивается. Поэтому основа в том, что человек берет из этой религии Коран и достоверная Сунна. И берет он это от тех, кто знает Коран и Сунну. Поэтому надо быть внимательным к тому, что распространяют, переводят. И не надо все, что тебе попадается под руку, сразу принимать на веру. Не надо все, что попадает тебе под руку, принимать на веру. Если это не Коран и не достоверная Сунна, которая пришла от доверенных источников. Во всем остальном надо быть внимательным и перепроверять, и переспрашивать, как это делают эти братья и сестры. Альхамдулилля, что есть такие братья и сестры, которым не безразлично то, что они слышат, то, что распространяется, и они спрашивают. Они хотят быть уверены в достоверности этих высказываний, этих знаний, потому что во многих этих высказываниях и цитатах есть разные понимания. И некоторые люди их понимают по-своему, не так, как надо их понимать. И, возможно, они вырваны из контекста. Если их прочитать в полном контексте, при котором это было сказано, понимание будет отличаться намного. Поэтому я хотел на это обратить внимание. Это очень важный момент.